По факту нападения собаки на пятилетнюю девочку в столице проводится процессуальная проверка, сообщили в МВД республики. Напомним, инцидент произошел 15 июня. Собака укусила ребенка за лицо, оставив глубокие рваные раны. Сейчас девочка проходит медицинское лечение. Ульяна Шагина встретилась и пообщалась с участниками инцидента. Вот эта собака покусала детей. Район строителей Халтурина. Беспородная собака рыжий обитает здесь уже порядка 10 лет. Жильцы близлежащих домов утверждают, что она совершенно безобидная и не верят, что такая душка могла растерзать ребенку половину лица. Каких нареканий не было никогда. Мы даже подкармливали ее, потому что он подойдет, он тебя бодает, он просит, кушать просит. Он добрая собака, вообще добрая. Инцидент произошел 15 июня. Собака напала на девочку, когда та, играя вместе с братьями, пробежала мимо нее. Животное выбрало себе в жертву маленькую девочку. Результатом нападения стала глубокая рваная рана на правой щеке. Ребенка срочно доставили в медицинский пункт, где наложили несколько больших швов. И вот результат на лицо. Порванная рана была. И 2 резинки поставили. Глубокий порез. Зашили. В медцентр обращались. В полицию обратились? В полицию в тот же день обратились сразу же тоже. По словам отца ребенка, в прошлом году эта же собака напала и на его старшего сына. Из-за незначительных ран родители тогда никуда не обратились. Но мальчик хорошо запомнил тот случай. Когда я вышел на улицу, а потом я увидела, а потом через него прошел, а потом он меня укусил. Ты просто мимо проходил возле собаки, да? Или ты гладил ее? Не гладил. Просто мимо проходил, она на тебя напала, да? Угу. И что она тебе сделала? Укусила Куда? за глаз. В этот раз родители незамедлительно обратились в полицию. Участковыми уполномоченными полиции в данное время проводится работа по установлению владельцев агрессивного животного. В рамках процессуальной проверки участковыми уполномоченными полиции проводится подворовый обход для восстановления владельца животного. В случае его установления он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Чисто по счастливой случайности паспорт собаки наша съемочная бригада смогла обнаружить у одной из жительниц той же улицы, на которой произошел инцидент. Откуда у вас документы? Мне их дали. Кто да? Соседка. Получается, это соседская собака? Это не соседская, просто она помогает собакам всем. Лечила соседка собаку или нет, и кому же все-таки принадлежит пес, установит в полиции. Это важно, потому что административное и даже уголовное дело могут завести только на владельца, а за уличную собаку отвечать некому. Не отвечают за них и в благотворительном фонде «Помоги выжить». Это бывший пункт передержки собак и кошек. Здесь их стерилизуют, чипируют и выпускают на волю. Директор фонда уверена, что собака хозяйская, так как чипированные животные не агрессивные. Они не подходят, если подходят, понюхают, поластятся и отходят. А хозяйская собака действительно нападает. Но это, естественно, в полицию, и надо выяснять, кто хозяин, и в дальнейшем принимать решения. Были уже такие случаи, что делать дальше с этой собакой. То есть посадить ее на пожизненно, так как она проявляет агрессию, и опять же посадить к нам. Сегодня в фонде находится порядка 400 собак. Из них 40 агрессивные, которых никогда не выпустят. Остальные же уже в скором времени заполонят столичные улицы. И с ними ничего нельзя сделать, так как федеральный закон их защищает. Сюда могут доставить и рыжего. Но после того, как ситуацией заинтересовались в СМИ, он испарился. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.